Комиссар Шохмансура избил подчиненного. Согд. 18 мужчин судят за причастность к салафии. Узбекистан усиливает контроль над исламским образованием. На днях в соцсетях появилось скандальное видео, на котором комиссар района Шохмансур в грубой форме обращается к своему подчиненному, оскорбляя его и его родителей. На видео слышно, как подчиненный просит начальника не оскорблять его родителей, на что слышит еще больше оскорбления и мат в адрес своих родных. Также слышно, как комиссар избивает его за словесный протест. На данный момент видео широко распространяется в Фейсбуке и Инстаграме. Пользователи осуждают госслужащего, а также призывают власти отреагировать на превышение должностных полномочий со стороны комиссара и строго наказать его. Примечательно, что такого рода инциденты в Таджикистане не являются редкостью. Уже давно стало нормой, когда чиновники грубо превышают свои должностные полномочия и оскорбляют людей, оставаясь безнаказанными. И лишь в редких случаях, когда подобные инциденты удается записать на камеру, они становятся достоянием общественности. Но даже после публичного скандала виновные отделываются лишь мелкими штрафами, а иногда и вовсе не привлекается никакой ответственности. Так, например, в 2017 году в интернете было опубликовано видео, на котором главный специалист отдела по делам религии поселка Чоряк-Корон, района Рудаки, Шакир Халдаров, во дворе мечети в матерной форме оскорбляет прихожан и требует, чтобы они закрыли ее. Чиновник, осыпая прихожан нецензурной бранью, кричит, что раньше не раз запрещал совершать намаз в этой неофициальной мечети. Жители села на видео говорят, что будут жаловаться за нецензурную брань в общественном месте. «Идите, жалуйтесь куда хотите, всех вас объявлю салафитами», – отвечает им он. Тогда чиновник был оштрафован на 500 самани за нарушение статьи 481 Кодекса об административных правонарушениях, после чего, как ни в чем не бывало, вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. Продолжают свое злоупотребление, в том числе создают им такую моральную психологический климат, который не... Напомним, что в таджикском законодательстве уголовная ответственность предусмотрена лишь за оскорбление госслужащих, что провоцирует вседозволенность со стороны чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Суд Бабаджон-Гафуровского района Сагдийской области начал рассмотрение уголовного дела в отношении 18 лиц, обвиняемых в причастности к исламскому движению «Салафия». Слушание проходит за закрытыми дверями в СИЗО номер 2 города Худжанд, без участия родственников подсудимых и прессы. Все подсудимые являются жителями села Хистеварс Бабаджон-Гафуровского района, которые были задержаны ОМВД по Согду в феврале текущего года по подозрению в причастности к салафизму. Один из подсудимых является инвалидом первой группы, родственники ежедневно приносят его на носилках в зал суда. Матери подсудимых заявляют, что обвинения в отношении их сыновей сфабрикованы и что они не имеют никакого отношения ни к каким движениям. Все доказательства стороны обвинения, по словам матерей, были даны под пытками. Один из подсудимых также дал показания в суде, что после ареста подписал признательные показания под пытками. Также родственники заявили, что адвокатов допустили к своим подзащитным только спустя 5 дней после задержания. Суд ҳамавақт дар давраи шӯравиам ва имрӯзам он чизе ки прокурор мегуфт онро гӯш мекардан. Как считает возглавляющая правозащитную организацию «Перспектива Плюс» Айнихол Бабоназарова, это распространенная практика, когда на предварительном следствии задержанного сначала подвергают пыткам с целью получения признательных показаний, и лишь после этого адвокатам разрешается встретиться со своим клиентом.
Применение пыток органами предварительного следствия и жестокое обращение к задержанным является распространенной проблемой в Таджикистане. Только за первые 3 месяца 2017 года членами коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в стране было зарегистрировано 38 обращений о применении насилия со стороны силовиков. В отношении пострадавших применялись физические пытки, избиения со связыванием ног и рук, пропускание тока через ногти на руках и в паховой части тела, побои в области головы и почек, обливание водой. Однако до суда доходят далеко не все виновные, и зачастую уголовные дела возбуждаются не по статье 143.1 «Пытки» УК Таджикистана, а по другим статьям – злоупотребление служебным положением, превышение должностных полномочий или халатность. Система правосудия в Таджикистане функционирует таким образом, что у задержанных нет почти никаких шансов доказать применение пыток в отношении себя. Правозащитники также критикуют и сам факт обвинения граждан страны в причастности к салафизму, словно это является каким-то преступлением. Преследование жителей с активной религиозной позицией – это лишь очередной шаг режима по реализации своей стратегии по недопущению исламского политического возрождения в стране. Узбекистан усиливает контроль над религиозным образованием за рубежом. С июня этого года прием во все учебные заведения университета Аль-Азхар в Каире будет осуществляться только по рекомендации Комитета по делам религий при кабинете министра Узбекистана. Представитель посольства Узбекистана в Египте подтвердил эту новость 9 июня. Также аналитик, близкий к узбекскому правительству, сообщил, что в Узбекистане несовершеннолетним не разрешается получать религиозное образование, и что те, кто собирается учиться за границей, должны получить специальное разрешение от Комитета по религии. 31-летний гражданин Узбекистана, занимающийся логистикой по отправке учащихся в египетские религиозные заведения, сказал Азадлику, что за последний месяц посольство Узбекистана в Египте прекратило выдачу сертификатов гражданам Узбекистана, посещающим религиозный образовательный комплекс Аль-Азхар. Это, в свою очередь, исключило возможность приема узбекских учащихся в лицеи и подкурсы, принадлежащие образовательному комплексу Аль-Азхар. Аналитик, составляющий отчеты для службы государственной безопасности Узбекистана, подтвердил, что за 5 месяцев с января по май этого года 1800 узбекистанцев, которые отправлялись на учебу в религиозные заведения Египта, были задержаны на границе. По словам молодого человека, который обеспечивал логистику по отправке слушателей в заведения Египта, месяц назад МВД Узбекистана объявила в розыск сотни человек. Среди разыскиваемых есть те, кто преподает в религиозных заведениях Египта и Стамбула. Напомним, недавно в соцсетях появилась информация о том, что в городе Ангрен в Ташкентской области десятки мужчин, соблюдающих религиозные предписания, были вызваны в органы внутренних дел, где от них потребовали сбрить бороду, и это далеко не первый случай по стране. talablarni qo'yganlarini eshitganmiz, ko'rganmiz yaqin insonlarimizdan.